Автопарк Якутской почты России пополнился 40 автомобилями. Торжественная презентация нового транспорта прошла сегодня на площади Орджоникидзе Якутска. О том, чем пополнился почтовый автопарк и где он будет задействован, расскажет Виталий Абрамов. Большую часть автомобилей отправят в районы республики. Среди новинок 34 УАЗа и 6 грузовиков. И это только первая партия машин, направленных в Якутию. Единственный, наверное, раз в истории Якутской почты, когда такое большое пополнение автопарка. 76 машин сразу в один год, такого не было никогда в жизни. На закупку транспорта было потрачено более 30 миллионов рублей. Свою роль в приобретении сыграла и госпрограмма по утилизации устаревших или уже не подлежащих ремонту автомобилей. До республики транспорт доставили по железной дороге, а из Нерюнгри автомобили добирались уже своим ходом. Машины усовершенствованные, все идут с гидроусилителями, все моторы инжекторные, прекрасные моторы. Вот. Ну, конечно, машины отличаются от старых машин. Вот. Конечно, очень хорошие машины, и приземистые, и мощные, и комфортные, в принципе. Кондиционера нет? Кондиционера еще нет, еще не сделали. Столь масштабное обновление автопарка филиала стало результатом активной совместной работы федерального предприятия с правительством Якутии. Сегодня мы через Почту России начинаем устанавливать в районах так называемые посттерминалы. Это терминалы для того, чтобы наши люди могли вот прямо в населенных пунктах получать наличку, оплачивать различные услуги. Так что почта у нас становится таким социальным центром на селе. Всего же на сегодняшний день автопарк регионального отделения Почты России состоит из более 200 единиц техник, обслуживающей 186 почтовых маршрутов общей протяженностью более 50 тысяч километров. В скором времени почтовое предприятие пополнится также водными судами для доставки корреспонденции. Виталий Абрамов, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.